Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод, и с вами я, Юрий Гимельфарб. Я бы рад сообщить вам хорошие новости из Республики Ингушетия, что типа все утряслось, все успокоилось, но, к сожалению, друзья, этого не получается. В частности, по последним данным, в доме у бывшего министра внутренних дел Республики Ахмеда Пагорова, его родственников, а также, прошу заметить, соседей идут обыски. Силовики, по последним данным, оцепили в Карабулаке несколько кварталов, обыскивают каждый дом и, по свидетельствам очевидцев, ведут себя дерзко и провокационно, а также был задержан старший брат Ахмеда Пагорова, его племянник и двоюродный брат. Что же происходит в республике? Что же ждет этот народ и республику? На эти вопросы отвечает мой респондент по имени Магомед, который не раскрывает своего лица из-за опасения за судьбу родственников, которые остались в Ингушетии, и человек, который получил определенную инсайдерскую информацию. Здравствуйте, Магомед. Добрый день, Юра, добрый день. Здравствуйте, слушатели. Приятно находиться в эфире такого прекрасного человека, журналиста Юра. Спасибо вам. Магомед, объясните, пожалуйста, зачем вот эта нарастающая жестокость, зачем вот эти обыски, я не побоюсь этого слова, веерные? Чего добивается власть, чего добивается Кремль? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, Юра, ингуши такой народ, что со времен присоединения к России практически мы всегда были в опале. Мы всегда были то выселенцы, то переселенцы, то ограниченные во всех правах. Мы практически народ, который все это воспринимает абсолютно так, как сегодня власть это все преподносит. Возможно, сегодня что-то вылезло, что-то где-то вышло в эфир, так как есть интернет. Через интернет как-то легче все это выводить в интернет, самую информацию. Но ингушский народ это народ, который все это уже долгие годы на себе испытывает, вот эти тягости властных беспредел. Поэтому для нас это не новость, но то, что сегодня происходит, понимаете, это открытое, я по-другому не могу назвать, открытое желание принизить, уничтожить моральный дух ингушского народа. Это заложено в программе Евкурова. Народ никак по-другому не может поставить оценку его деятельности. Люди на самом деле в шоке, потому что так называя себя ингушом, в кавычках, уже даже сомнения ставит, ингуш ли он. Уже ставит даже вопрос сомнительно. Не может человек, ингуш, вести себя таким образом. Если он ингуш, он прекрасно понимает, что с ингушами надо разговаривать. Тем более, вот таким методом принизить, унизить и запугать. В прямом смысле этого слова запугать здесь не получится. Это где-то взорвется там, где вообще даже не ожидают. Потому что у этих арестованных на сегодняшний день 26 человек, которые конкретно в чем они виноваты. Если даже вот эта молодежь где-то ответила, не нападали, ответили, когда на них пошли штурмом, спокойно стояли, и на них пошел ОМОН, они ответили. И арестовали-то в основном лидеров, начиная всех поголовно взяли, практически всех лидеров арестовали. Покажите хоть один факт, чтобы лидер выступил или где-то против ОМОНа применил силу. Лидеры, наоборот, препятствовали, просили, даже подтверждение есть, видео очень много, где они просили расходиться, разойтись. Они практически всех изолировали. Они рассчитывали, что и организация как бы на ноль впадет, не знаю, какой у них расчет был, но организация существует, Народный совет, он есть до сих пор, люди там разговаривают, люди встречаются, старики. Недавно председателя тоже забрали, ну представляете, человек сидит
в течение сутки привезли в суд и не могут ему конкретно предъявить статью. Забрали, что он фейковую информацию скинул, а суд не может подтвердить, что это фейково, потому что есть другой документ, что эта информация подтверждается, что готовится референдум продвинуть, чтобы народ не имел права голосовать. И вот этот документ хотят продвинуть, пока лидеры находятся в заключении. Вот такая вот последняя информация. И я хотел бы ваши вопросы выслушать, но еще хотел бы поздравить в кавычках Юнусбека и его команду в кавычках, что РБК соцопрос последнее 62% недоверия и не соответствует своей должности. 22% это те, которые за него. Ну, эти 22%, я уверен, что 10% это его прямые подчиненные, но это и его семейка, можно сказать. Поэтому Юнусбеку в Ингушетии не только не доверяют, его не хотят вообще видеть в республике. Он себя дезинформировал по всем темам. Даже последнее видео Погорова, он показал объект, где разворован целый квартал, несколько десяток квартир, сотни. Разворовал тысячи, по-моему, квартир, целый квартал. Недостроенные дома, разворованные деньги, недостроенные объекты, которые он отчитался в Москве Путину, что эти объекты сданы, люди живут, люди заселились. Абсолютно все это ложь. Люди не заселились в этом районе. И до этого очень много видео есть в интернете, не будем долго это все как бы выкладывать, информацию. Объекты, которые на самом деле деньги ушли, но объекты не построены. Вообще даже ничего не начато. Есть объекты, которые фундамент заложили и все на этом все стоит. А деньги ушли. Спиртзавод, который даже до него там стоял, как бы у мусульман запрещено пить водку, как бы запрет. Да, была такая тема. Но вот этот спиртзавод можно было перевести в пищевой спирт и продавать его как пищевой чисто для таких направлений в производстве. Завод полностью разворовали, этот объект показывает. Разворовали все, увезли, все это отправили в Северную Осетию. И там где-то это уже работает, скорее всего. Ну, представьте, даже крышу сняли, одни стенки остались, полностью завод увезли, оттуда нету самого завода. Вот такая на сегодняшний день печальная участь в Ингушетии. Вот она, демократия по-евкуровски. Магомед, а скажите, пожалуйста, вот насколько мне известно, вот что я читал, что я выяснил из общения с моими друзьями-ингушами, что мне рассказывали, у вайнахов существует интересный, обычай, не обычай, я не знаю, как это назвать правильно, но особенность. Для ингуша важно прежде всего то, что он ингуш, а уже потом он прокурор, он там следователь, он генерал, он губернатор, он кто угодно. Но объясните мне, Евкуров, он что, вообще перестал осознавать себя ингушом, потому что он так вести себя по отношению к собственному народу, я не очень-то понимаю, это кем себя вообще нужно ощущать? Дело в том, что для ингушей очень важно старшие, не просто там старики. Если даже человек старше его на один день, это уже считается старшим. Вот эти даты у нас очень четко соблюдаются, и я думаю, будут соблюдаться, потому что ингуш, он не ингуш, если будут вот эти нормативы, старшие подпитания не будут соблюдаться. Тем более старики. А там собрались и совет старейшин, старики, там уже собрались и исламские, все имамы тоже ему сказали. Он абсолютно игнорирует все эти организации, организации старших. Достаточно было даже исламский вот этот муфтият, который ему говорил, и не раз уже буквально несколько лет идет вот эта борьба. Он игнорирует абсолютно весь этот
к ним внимание. Поэтому в этом и есть шок. Не в том, что он куда-то там технику военную загнал и хочет довести страх. Да, люди не боятся. Люди боятся что где-то что-то там где-то. За себя там никто не боится. И уж не тот народ, который Евкуров еще кто-то запугает. Дело в том, что нету страха, есть просто какое-то непонятное состояние, куда ты мечешься, что ты хочешь, где остановить, примерно вот такие эмоции у людей. Понимаете, вот это может где-то вырваться, потому что люди арестованы, у них дети, у них племянники, у них двоюродные братья, у них друзья, у них круг людей, которые родственники. А у нас родственные отношения поддерживаются очень сильно. Поэтому это люди, не которые там с улицы где-то взятого посадил там. Это 26 человек чисто по уголовным делам проходят. А далее больше 100 человек сегодня, в общем-то, задержаны. И вот буквально еще раз задержали, я сейчас фамилии не помню. Задерживают буквально каждый день, вылавливают и увозят, и увезли сразу в Нальчик. Понимаете, это беспредел. Человек оказался на митинге, и его задерживают там, где-то что-то там сказал, где-то там увидели. В общем, натурально беспредел. По-другому нельзя это назвать. И люди в шоке, то, что сейчас вот с этим Евкуровым происходит. Референдум, скорее всего, они смотрят на то, чтобы изолировать всех, которые могут заменить этих лидеров, которые могут организоваться опять заново и хотят как бы обезглавить народ. Понимаете, вот такая ситуация. Но народ, если он выступит, там уже народ уже есть народ, там быстро найдут, кто вперед выставит, кто там, что там, народу не надо выставлять. Народ знает, кого выставлять, народ хорошо разбирается в этом. Дело в том, что может в любой момент это все оторваться. Люди удивляются, как Москва себе позволяет держать такое напряжение регион. Как Москва может себе позволять вот так вот издеваться над людьми. Но это издевательство. Как это можно на пустом месте возбуждать уголовные дела? Буквально, Погоров, министр МВД, ни одного ружья в руках, ни одного ножа в кармане. Человека объявляет в розыск, человека чуть ли не террористом уже объявляет, понимаете? Уже дошло до того, что уже люди думают, что ты творишь, Евкуров, куда ты лезешь, что ты вытворяешь? Ингушетия это не Приштина, это здесь не проходит. Понимаете, Юр? Ингуши уже сказали в Москве, уже дали сигнал, уже предупредили Москву. Ингуши поняли, что в Москве он в данный момент нужен, как козел отпущения. Как козел отпущения, я уверен, что потому что Евкуров абсолютно сам ничего не решает, если он себя возомнил каким-то там деятелем, который может решать судьбы народа, взять даже пример великих таких религиозных, где даже в Коране написано, который просто сказал, вот я фараон, который там, много историй есть, понимаете? Евкуров далеко от фараонов, да. Знаете почему? Потому что тот фараон был сам себе хозяин, над ним никто не стоял. А вот этого сверху поставили, или в любой момент, когда его дело закончится, его отозвут назад. Поэтому ничего не решает этот Евкуров. Магомед, но в заключение у меня неизбежный вопрос. И вы сейчас только что подтвердили то, что я знал и до этого, что по адатам слово старшего – это закон. Ну хорошо. Арестовали Погорова, арестовали Барахоева, арестовали Ужакова, арестовали Муцольгова, арестовывают десятки людей. Арестуют всех. Объясните мне одну вещь. Дальше что? Кто будет сдерживать горячих молодых парней? А ребята в Ингушетии, они не позволят себя стричь как баранов, и они не позволят с собой обращаться как со скотиной. Это, поймите правильно, это достаточно горячие парни. И сдерживают их только слово старейшин. Дальше что будет? Юра, предсказать можно, самые страшные предсказать очень сложно. Но, честное слово, не только я,
народ сам в таком положении, молодежь может где-нибудь там самоорганизоваться, несколько человек. Если одна группа, потом где-то еще. Это все может вылиться где угодно и как угодно. Это очень серьезная напряженная ситуация. Народ уже на пределе. Ребята могут где-то, чтобы просто вот так вот могут там, но не выдержат, просто ребята могут самоорганизоваться, потому что, надоело уже вот это напряжение, уже унизительно вот так вот. Подождите, ждут, но сколько можно ждать? Даже сама официальная Москва признала, что он некомпетентный в своей работе, что его статус уважения уже пришел к нулю. Сколько ждать? Почему Москва не принимает никаких мер? Все может быть, Юра, все может, во что угодно может это все вылиться, это все народная волна. Очень серьезная ситуация, очень серьезная. На самом деле люди очень напряженные, потому что, представьте, люди сидят в тюрьме и могут до 10 лет, да просто не на что дать вот эти сроки. Только потому, что они заявили право голоса, говорить правду. То, что Евкуров, его команда наворовали бюджет, своровали деньги, уничтожили фактически весь бюджет республики за эти 10 лет. Спасибо вам огромное, Магомед, за интереснейшую беседу. Итак, друзья, вы слышали последнюю информацию из Республики Ингушетия. Будем надеяться, что все будет хорошо, все будет правильно. На этом построен мир. Но больше всего мне бы хотелось, чтобы ни одной капли крови не пролилось. Мне бы очень хотелось, чтобы всех ингушских старейшин немедленно освободили. И, разумеется, я очень хочу, чтобы, наконец, в Кремле вняли голосу разума и предоставили ингушскому народу право самим выбирать себе глав республики и самим устраивать свою жизнь так, как они хотят. И в заключение я хочу сказать одну вещь. Господин Евкуров устроил в Ингушетии 80% безработицу и вгоняет людей в натуральную нищету. Так вот, друзья мои, я разместил в описании к этому ролику банковские реквизиты одной семьи в Ингушетии, которым очень нужна помощь. Это действительно реально нуждающиеся люди. Я не размещаю видеоролик и не даю фамилию этих людей только потому, что прекрасно понимаю, что после этого видео они окажутся под ударом. Не дождетесь, господин Евкуров. Банковские реквизиты для помощи даны в описании. И вы их сейчас видите на экране. Помогите, ребята. Это действительно бедные люди, которым реально нужна помощь. Я вам даю слово, что этим людям нужна помощь. Но интересная деталь. Кремль руками своей марионетки, картонной дурилки господина Евкурова пытается превратить нас в зверей. Пытается сделать так, чтобы мы перестали помогать друг другу и чтобы каждый был сам за себя. Ребята, давайте докажем, что это не так. Давайте докажем, что мы с вами люди. Помогите тем, кто нуждается. Я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи!